Гостям Чебоксар предлагают посетить музей пива. Там можно попробовать несколько сортов этого напитка, который готовится по старинным рецептам специально для посетителей музея. В магазинах города его не найти. Который этим занимается, чебоксарский индивидуальный предприниматель Александр Ильич Левин, он абсолютно, он совершенно ничем, он никак не связан с пивом. Захотелось человеку вложить свой вклад в развитие города. За свои собственные 52 миллиона рублей выстраивает это здание, в затылок никто не дышит, руки ничем не связаны, что гулять, то гулять. Да? Создается музей мировой истории пива. Музей разделен на несколько разделов. В зал, где мы с вами начали беседу, отдельный раздел музея, зал древнего мира. Иногда это вызывает сопротивление среди гостей музея. Где-то я их даже понимаю, человек настроен. Слушай, я шел в музей пива. Я-то думал, тут у вас пиво, чего мне пирамида идет? Черепки. Дело-то вот в чем. Пиво известно на Земле примерно 9 тысяч лет. Ну, наш с вами мир 2000 лет. Совесть надо иметь. 7 тысяч лет падает на древний мир. Можно я вас приглашу? Значит, историки говорят, а мы им верим, что вот это первая найденная именно на Земле, сделана рукой человека надпись «Пиво». Ну, как я понимаю, в школу все ходили, да, господа энергетики? Вы ведь энергетики, да? Да. Как вы угадали? Со школы на лице написано. Со школы вы знаете, первая на Земле письменность, клинопись, вот она. А это переходное иероглифическое письмо на старшей клинописи. В общем, как ни кинь этому иероглифу, где-то 4000 лет до нашей эры. Наши две добавки и 6000 лет биографии пива перед вами реально, конкретно, зримо. Вот следующую фразу я всегда произношу с издевательским удовольствием. Первые письменные сведения о пиве обнаружены на территории современного Ирака. В чем мое удовольствие? На бытовом уровне, стоит нам с вами о пиве заговорить, мы начинаем жонглировать чехи, немцы, да? Все, а дальше наши с вами. На самом деле все, конечно, не так. Все намного интереснее. В то время, о котором мы с вами разговариваем, вот здесь, на берегу Керченского залива, конечно, никакого Ирака и близко не было. Ни Ирака здесь, ни Кувейта здесь, Сирии тоже не было. Здесь жили вообще совершенно другие народы. В целом всю эту местность греки называли Месопотамией. Вот первый, причем вы знаете, я вас прошу правильно меня услышать. Я же не говорю вам, что в Месопотамии первыми начали варить пиво. Я такое никогда не скажу. На фоне других народов они имели письменность. Ну, партию пива заваривать, нам открыточку. Мы оттуда получаем первые письменные сведения о пиве. И вот, пользуясь случаем, я еще буквально 2 слова скажу о музее, больше надоедать не буду. Вы знаете, с первого же дня создания музея, кстати, первых гостей мы приняли 29 декабря 2008 года. На днях нам будет 5 лет. С первого же дня создания музея, вот шеф перед коллективом поставил очень жесткую задачу. Музей обязательно должен быть профессиональным. То есть необходимо обеспечить документальное сопровождение тому, что будет здесь рассказываться о пиве. Ребят, где Месопотамия, где Чебоксары? Но задача-то не для слабонервных. То есть было ясно и понятно, что здесь нужны какие-то грамотные, очень хорошо стоящие на ногах, мощные консультанты. Не стану раскладывать все по полочкам, но в качестве примера приведу. Создание вот этого зала курировал Эрмитаж. Точнее говоря, отдел литературы Древнего Востока Эрмитажа. Длинная история, но если так вот итог подвести, на сегодняшний день примерно процентов на 85 высокий профессиональный уровень вот этого провинциального музея он достигнут. Вот так чисто обзорно. Рассказывая о новом этапе биографии пива, находим, покупаем, размещаем одни из первых на земле денег. Муляжей там нет, все подлинники. Древняя Греция, Древний Рим, Византия. Керамика вся подлинная. Это поздний греческий период. А уж поскольку мы с вами разговариваем о Месопотамии, то здесь перед вами подлинные археологические предметы из Месопотамии. Они относятся к тому самому времени. А так как все это покупалось у коллекционеров, все подряд мы не мели, брали только то, что имеет прямое отношение к пиву. Вот поверьте мне на слово, будь на то ваше желание с порога мне заявить, давайте обо всем так, мельком, да, а о пиве древнего мира, пожалуйста, поподробнее. По этим предметам мы сейчас с вами детально восстановили бы технологию изготовления пива в Вавилоне. Это абсолютно точно.
Конечно, в рамках общей экскурсии мы этим заниматься с вами не станем, но кое на что я все-таки обращу ваше внимание. Не столько ради того, чтобы похвастаться, хотя, в общем-то, почему не похвастаться, сколько ради того, чтобы у вас самих сформировалось ощущение, о каком профессионализме говорит экскурсовод. Вот смотрите, рассказывая о пиве древнего мира, экскурсоводы нашего музея не пальцами шаманят в воздухе, представьте себе там, да, и не посылают вас в библиотеку куда-нибудь. Намного все точнее и проще. Они говорят, давайте начнем с зерна, которому около 5000 лет. Ну, видно, что оно обгорело, обуглилось, окаменело. Именно в пивоварне. И поэтому, когда вы смотрите в лупу, кто не боится? Я не боюсь. Давайте, я вам кое-что помогу. Первое, что вы видите, большой комок обожженной глины. Да, верно? вижу. Слева от него вы видите целую россыпь зерна. Да. Внимательно приглядитесь, в этой россыпи 3 или 4 раздвоенные зерна, Да. на кофейные похожи. Есть такие. Ну вот вся эта россыпь, это ячмень. А то, что похоже на кофейные зерна, это дикая пшеница. Вам не надо идти в библиотеку. Один раз посмотрели, не ходи к гадалке. В Месопотамии пиво делают из ячменя и дикой пшеницы. Вот теперь вы поняли, о каком профессионализме я говорю, да? Это очень важно, потому что я вот, видите, начинаю скакать с одних рельсов на другие. Начали с биографии, а дальше пойдет разговор несколько о другом. Мы в музее рассказываем людям не только биографию пива, мы рассказываем людям о пиве. Мы рассказываем людям о пиве. И делать это абсолютно необходимо по очень печальным причинам. На территории Российской Федерации все по отношению к пиву поставлено с ног на голову. То, что я вам буду дальше говорить, это говорю вам не на ухо, шепотом на кухне. Мы это говорим на всех уровнях. Одних депутатов Государственной Думы здесь побывало числом более 20, наверное. Ну, или около 20. Мы это говорим на всех уровнях. Что на территории Российской Федерации по отношению к пиву огромнейшее количество полуправды, неправды, полного вранья, сплетен, слухов. Нет только одного сведения о пиве. За полчаса всю эту кучу мусора я разгрести не в состоянии, да я не ставлю перед собой такой задачи, но какие-то опорные точки нам с вами необходимо иметь, иначе мы будем разговаривать совершенно на разных языках. Это полбеды, что мы будем разговаривать. Вы человеческую цивилизацию видите в кривом зеркале, просто в кривом зеркале. Посудите сами, вот начнем с очень простых вещей. В российском законодательстве черным по белому написано «пиво – алкогольный напиток». Наша экскурсия будет заканчиваться в зале Чувашского домашнего пивоварения. Подскажите мне, с какими глазами я бы вам стал говорить, что чувашская женщина перед тем, как варить пиво, ночь молилась? Вы из музея уйдете с четким пониманием, слушай, чуваши с виду нормальные люди, ну так вот нормальные, алкаши все. Она пиво варит, ночь молится. Так вот я вам говорю, пиво никогда не был алкогольным напитком. Пиво вообще не является алкогольным напитком. Здесь надо, конечно, сразу расставить точки над «и», очень четко расставить акцент. Есть ли в пиве алкоголь? Да, есть. Да, есть. Один из главных признаков пива – это брожение. Ну, брожение есть брожение, никуда не денешься. Оно выдает в данном случае примерно 4 мл этанола на 100 мл жидкости, говоря простым языком, в пиве 4 градуса. Но достаточно ли это для того, чтобы по одной частности, по одной детали давать характеристику всему продукту? Вы не торопитесь, пожалуйста, с ответом. Если вы без истерики, возя себя в руки, спокойно глянете по сторонам в нашей жизни, то вы увидите совершенно спокойно, что сегодня, в 21 веке, и у вас на глазах большая часть сельского населения Башкирии, Бурятии, Тывы, Монголии, ну ряд других регионов, с детских лет, ежедневно, ну ежедневно от кому повезет, конечно, пьют сброженное кобылье молоко. Кумыс называется. Да? В кумысе 3 градуса. Так вот, никому из вас я искренне не рекомендую где-нибудь вслух заявить, что кумыс алкогольный напиток. Я всерьез опасаюсь, вас могут тут же в асфальт закатать. На Кумысе-то построены курорты. Сотни медицинских докторских диссертаций выстроены на Кумысе, верно? Полностью отвечая за свои слова, я утверждаю, в пиве достоинств, благотворно влияющих на ваше самочувствие, на ваше здоровье и в конечном счете долголетие, больше, чем в кумысе. Больше.
Позвольте хотя бы в 2 словах объяснить, откуда там взялись эти достоинства. Основой пива является пророщенное зерно. Вы заметили, я сказал не ячмень, не пшеница, я сказал обобщающее зерно, какое есть у вас на руках. А пророщенное зерно – это настоящее, это подлинное, без дураков, это чудо природы. Вам любой биолог скажет, что в пророщенном зерне есть все. Вот это все, с вашего разрешения, перечислять не стану, уши завянут. Но одну вещь я все-таки скажу. В пророщенном зерне есть то, что вам очень трудно будет найти где-либо еще в растительном мире. То есть найти можно, конечно, поискать придется. Это живые существа, ферменты. Вот смотрите, это действительно чудо. Вот здесь их нет. Их нет там, вот ничем их там, ни микроскопом, ничем. А в пророщенном зерне они есть. Брожение совершенно отдельный разговор. Совершенно отдельный разговор. Мне чертовски вообще обидно, я брожением занимаюсь очень серьезно на микробиологическом уровне. Мне чертовски обидно, что у нас в России при слове брожения у большинства людей в мозгу вспыхивает только 2 образа, да? Здесь брага, здесь самогон. Сейчас мы приехали. На самом деле вот этих микроорганизмов, мы их с вами дрожжами называем, да? Их около 2000 видов. И что только они не вырабатывают. Такие прекрасные вещи. Бегал бы да бегал до 100 лет. Значит так, когда 2 чуда природы, пророщенное зерно и брожение, соединяясь, дают нам пиво. Помните, я обратил специально ваше внимание на слово ферменты, называя их живыми. Мы в первую очередь, конечно же, получаем биологически активный продукт. Все остальное вторично. Содержание этанола вторично. Пена вторично. Раки своблы вообще пятерично. Мы в первую очередь получаем биологически активный продукт. И вот она, бетонная стена. До тех пор, пока искусственными мерами не будет уничтожена биологическая активность этого продукта, он действительно чрезвычайно полезен для человеческого организма. Пиво замечательно укрепляет иммунную систему человека. Пиво поддерживает в человеке обмен веществ. И так далее, и так далее. Вот из всего того, что я вам говорил, вы каждый для себя уже давно сделали правильный, четкий, абсолютно внятный вывод. Вам придется с этого дня забыть не на время экскурсии, а вообще навсегда, что вы пили пиво, или пьете пиво, или собираетесь пить пиво. Потому что как это не ужасно, как это не печально, но почти все, что вы в состоянии купить на территории Российской Федерации, в магазине, в элитнейшем ресторане за хорошие бабки, в лавке какой-нибудь под названием пиво, на самом деле пивом не является. Еще раз повторяю, нравится вам, не нравится, но пиво это биологически активный продукт. У него свои сроки жизни, которые во многом зависят от окружающей среды. Ни один из вас, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не оставит на столе на ночь банку с молоком. Жизненный опыт подсказывает, к утру там будет уже не молоко. Ну, с пивом так же самое история. Абсолютно так же. Вы знаете что, уважаемые, в отличие от нас с вами, народы мира всегда знали, что такое пиво. Они знали, как правильно его делать. Что для меня крайне важно, они знали, зачем они это делают. Не за тем, чтобы вечерком в голове запереться, пока жена не видит, да? В облако верстак стучать. Когда я вам говорю, что они всегда знали, я вас не обманываю. Я обещал, под все будет документальная подложка. Вот этому гимну самое малое 4000 лет. 2000 лет, а наши, 2 наши. Кстати, обращаю ваше внимание, что гимн-то посвящен богине пива. Ребят, народ, проживающий в Месопотамии, шумеры, поднял пиво на божественную высоту. С нашим российским отношением к пиву такое можно сделать только с бодуна. Причем пить надо не меньше недели, до беспредела уже. Ну, бог с ним. Значит так, 4000 лет назад человек, не зная Менделеева, не зная Тимирязева, не зная Роспотребнадзора, выпив пиво, вам всем с радостью сообщает, что он печень свою одеянием царским укутал. Там буква У пропущена. Вот он момент истины. Вот он момент истины. Глядя на эту строчку, вы начинаете постепенно догадываться. Для тех народов, у которых было развито пивоварение, пиво являлось не разгонным аппаратом перед дискотекой, как сегодня,
скорее неким эликсиром жизни. И в этом предположении вы будете абсолютно правы. У всех, ну история показывает, у всех народов, где было развито пивоварение, пиво потребляется всем населением, без различения на пол, на возраст, на сословие, там, кто богатый, кто бедный. На что я с удовольствием обращаю ваше внимание, в отличие от нас с вами, они пиво пьют без истерики, без ажиотажа. Ну, не в обязательном порядке 1 января, после трудного просмотра телевизора 31 декабря. Регулярно, постоянно, ежедневно, ну, как рядовой бытовой продукт. И вы там не услышите, вот я вчера штук 6 вокруг себя поставил, Вовочек, кулечек у меня был, ой, хорошо. Никогда вы такого не услышите. Зачем? Значит, я вам покажу еще одну вещь, очень важную для понимания пива и его роли в нашей с вами жизни. Понимаете, дело в чем? Нас в музее регулярно, постоянно спрашивают, да бог с ней, с Месопотамией или Египтом, вы нам лучше скажите, кто первым на земле начал варить пиво? Вот я вам сразу хочу сказать, этот вопрос, он не имеет содержания, он пуст, абсолютно. Ну давайте будем дальше ковырять в носу, кто первым на земле начал печь пироги, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, на сегодняшний день нет какого-либо научного труда, рассмотревшего место пива в цивилизации. Я согласился бы, будь это историк, медик, химик, да кто угодно, либо облечен научными званиями. Нам самим пришлось перечитать огромное количество монографий, выковыривая оттуда сведения о пиве, как изюм из булочки. По древнему миру я имею в виду. Но знаете, даже на нашем дилетантском уровне, получившаяся в результате картина, она не только производит впечатление, она очень правильно все расставляет по своим местам. Посмотрите сами. Вот это все континент, на котором мы с вами живем, называется Евразия. Вот это его самая западная конечность Пиренеи. Там сегодня Испания, Португалия. Здесь у нас Индия и Китай. И через океан Южная Америка. Каждая из сторон этого треугольника – это многие тысячи километров. И совершенно понятно, что эти люди не общаются между собой. Они не обмениваются знаниями, жизненным опытом. Вам я напомню, почва и климат везде абсолютно разные. А естественным биологическим путем почва рождает только то, что им свойственно. Это у нас сегодня есть селекционеры, генетики, лечебницы, ботаники. Растения путешествуют по всему миру. То есть не ходить к гадалке, зерно везде растет совершенно разное. Так вот ведь штука-то какая, имея на руках совершенно разные зерновые, не обмениваясь знаниями, жизненным опытом, все эти народы знают напиток, изготовленный из пророщенного зерна с его последующим брожением, то есть пиво. Я напомню, не сегодня знают, а тогда, до нашей эры. И вот это позволяет нам в музее здесь, в жесткой и категоричной форме, на любом уровне, кто бы здесь ни был, утверждать, источником появления на земле пива явилась вовсе не страсть всего человечества выпить и закусить. Не надо вовсе с телегой местами представлять. Источником рождения пива, конечно же, явился постоянный и плотный интерес разных народов мира к тайне и чуду пророщенного зерна. И никак иначе. Вы меня поняли? Здорово. Мы уже понимаем друг друга. Значит, я еще немножко вас поутомляю за древнего мира. Хочу сообщить вам одну очень важную вещь. Я подвел вас к стенду с Египтом. Не волнуйтесь, о Египте я не буду рассказывать, потому что об этом можно рассказывать часами. Египтяне, они целиком и полностью переняли технологию изготовления пива, культуру его употребления в Месопотамии. Они вообще многое оттуда переняли, молодцы, правильно сделали. Ну, конечно, государство покрупнее, конечно, цивилизация более разветвленная, но много чего можно рассказывать. С вашего разрешения Египет использует абсолютно в косвенных целях. Мне всегда гостям музея хочется передать одну очень невеселую, я бы даже сказал, печальную мысль. Во все времена, у всех народов, пиво всегда был дорогим напитком. Другое дело, что вот этих ребят денег не было, им повезло. Денег не было, они позднее появятся. Ну что, фараон приказал половину выращенного зерна направлять на производство пива, нормально, всем хватает, все довольны. Хотя суть-то от этого не меняется. Если кто из вас в теме, так про себя постоял, прокалькулировал, что такое экскурсовод говорит, пиво это вода, хмель, соль это дрожжи. И все это дешево. А что пиво быть дорогим напитком? А я вам говорю, что на
продаваемую стоимость этого продукта основное влияние оказывает вовсе не его составляющие, вода, хмель, солод, дрожжи. Это мелочь. Основное влияние на продаваемую стоимость оказывают два обстоятельства. Первое, сложнейшая технология изготовления пива. Пиво сделать очень сложно. Вот сейчас я произнесу фразу, ни один из вас этой фразе не поверит, меня это не обидит, не оскорбит. Я понимаю, трудно перестроиться. Но эта фраза с вами останется. По своему внутреннему интеллектуальному содержанию пиво очень близко к шахматам. Здесь надо уметь просчитывать сотни вариантов, которые, так сказать, сложатся в ходе изготовления пива. И все-таки основное влияние на продаваемую стоимость оказывает сама суть пива. То, что это биологически активный продукт, у него есть свой срок жизни, и никуда от этого не денешься. Я сварил тонну, вы у меня на следующий день выпили 200 литров, а 800 литров никуда девать. Куда девать? Вы понимаете, беда-то какая? Через определенное время оно станет кислым, противным, и ни за какие деньги я вам буду доплачивать, вы его пить не станете. Я его выпил. На следующее сварите дороже. Правильно, я его вылил. Но стоимость этих 800 вылитых мною литров я перенесу на те 200 литров, которые выпьете у меня вы. И здесь нет подставы. Это совершенно нормальный договор. Вы хотите пива, я рискую. Мне надо страховать свои коммерческие риски, иначе я лопну, никакого пива у вас вообще не будет. Так вот, жизнь нам с вами подарила великолепный, яркий такой, конкретный жизненный факт зеркального отражения цены вот этого товара, который они делали. Конечно, это пиво очень резко отличалось от того, что делают сегодня. Дело в том, что сегодня во многих странах мира очень серьезный коммерческий интерес к пиву Древнего Египта. Я так понимаю, вы уже сообразили, что Россия не входит в число этих государств, где проявляется интерес к пиву. В Японии 2 пивоваренные компании делают пиво по рецептам Древнего Египта. 2. Компания Asahi, увидя, как хорошо этот товар реализуется, одновременно стала аж целых 3 варианта выпускать разных. Но я вам буду рассказывать не про Японию, даже не про Шотландию, даже не про Австралию, где с египетским пивом все очень интересно. Новая пивоваренная компания Англии, вообще специально как для нашего музея, ребята, придумали. Они купили в Каире не только рецепт древнеегипетского пива, они закупили там технологию. Ну, по-хорошему так, завелись мы, что, рыжие? Что мы не сумеем, как они делать? Если положено было что-то руками сквозь сито протирать, да не вопрос, и мы протрем, не развалимся. И вот этой позиции они ведь сами себя загнали в ловушку. За 2 года, ни в 1 месяц они не продали больше 1500 бутылок пива Тутанхамон. Что такое для компании 1500 бутылок, объяснять не надо, это ноль. Это ничего. По очень простой причине. За 2 года они так и не смогли довести продаваемую стоимость этого товара до цифр нам с вами хотя бы психологически понятно. Пинта, не обижайтесь, я напомню, пинта это 563 грамма. Пинта Тутанхамона в их исполнении стоила 47 фунтов. Даже по сегодняшнему курсу это итог где-то 2500 рублей. А это было в 2011 году. Понимаете, не потому что они жадные, не потому что они глупые, по-другому нельзя. Вот дальше вам будет еще печальнее. Где-то примерно осенью 2011 года они сорвались с крючка этих старых технологий. Ну, попросту говоря, перестали дурака валять. Те же самые процессы можно делать современными методами, не разрушая самого продукта. Можно, нормально. И Тутанхамон у них пошел по 8 фунтов. Российскому любителю пива отдать 500 рублей за бутылку – это беспредел полный. Ну, 8 фунтов. Но понимаете, штука-то какая? Это реальная цена вообще на Западе за пиво хороших сортов. Это реальная цена. Мигловское вы можете найти где-то за 4, там, за 5 долларов. А хорошие сорта начинаются, извините, где-то с 12 долларов. Во все времена всегда пиво было дорогим напитком. Пиво вообще дорогой напиток. Пойдемте дальше, если у вас нет вопросов, которые Ну, так всегда было. Значит, вот видите,
Опять мне надо куда-то скакать. Казалось бы, шли бы, дошли древний мир, вот средние века. Потом почти наше время, микробиологи. Но тогда мы другие вещи не затронем. Я скачу дальше тогда. Говоря вам о неотъемлемых родовых признаках пива, я назвал пророщенное зерно и брожение. Я не назвал хмель. Вот он перед вами. И правильно сделал. Согласно документам, хмель в пиве появился в 9-10 веке уже нашей эры. То есть, понимаете, когда мы говорим биография пива 9 тысяч лет, с хмелем делается 1000 лет. Но я даже на весы класть не стал. Хмель пришел в пиво, в общем-то, с довольно серьезной задачей стабилизировать этот биологически активный продукт. Но говоря простым языком, хмель для пива явился естественным природным консервантом. Хотя на самом деле, конечно, хмель это богатейшее растение, там огромное число витаминов, там есть такая прекрасная вещь, пектины, там много чего есть хорошего, альфа-кислота там есть. То есть это довольно серьезная поддержка нашей с вами поджелудочной железе. Вот. Но основная его задача все-таки консервация. Вот дальше я вас познакомлю с очень важным моментом биографии пива. Вот этот документ перед вами. К нему маленькая... Кстати, послушав сейчас вот этот рассказ мой, вы очень многое о пиве поймете, без всяких дальнейших комментариев. Очень многое о пиве поймете. Маленькое к нему предисловие. На протяжении всей биографии пива, вот как это не покажется странным, регулярно возникали люди, которые пытались придать пиву несвойственному пиву и ненужный пиву характер. Как сегодня в России, пиво – алкогольный напиток. Не нуждается пиво в этом абсолютно. Что только не пытались пиво добавлять, но об этом лучше не рассказывать, чтобы аппетит-то не портить. Пивовары всегда боролись за качество пива, всегда. При фараонах, в средние века. Это очень интересная тема. Конечно, в рамках общей экскурсии мы знакомим гостей только с вершиной, с пиком всей этой борьбы. Итак, в 1516 году владелец одной из земель, дело происходит на территории Западной Европы, Герцог Вильгельм IV, ну я представляю, просто, видимо, человека до такой степени уже достали все эти суррогаты, все, лопнуло терпение, издает приказ, из всего приказа нас с вами интересует одна единственная фраза, вот она. И прежде всего я настаиваю, чтобы отныне и навсегда впредь во всех деревнях, городах или на площадях пиво варилось бы только из воды, хмеля и солода. Но дальше он довольно подробно рассказывает, как он кого будет в угол ставить за нарушение данного приказа. Увлекательное чтение, кстати. Итак, в 1516 году, ребят, было сказано, что пиво – это вода, хмель, солод и дрожжи. С тех пор география всей Европы несколько раз менялась. Столетия проходили. Пивовары Германии 500 лет следуют этому приказу. А с 1906 года между собой они стали называть его законом Райнхайцгебот, закон чистоты. Для нас, конечно, с вами тут много очень загадок. Но мы привыкли к тому, что у нас все законы государственные. Да? За каждым законом стоит ОМОН, судебные приставы, нам заранее страшно, боимся, ну худо-бедно как-то законы выполняем. А это вообще закон не государственный, между собой они называют. А там, где вообще механизм реализации-то? Так вот, на самом деле не так все и сложно. Общественная организация, ассоциация пивоваров Германии ведает лицензированием этого вида деятельности на территории государства. Ну, там пивовары сидят, там взятку давать некому, ну просто некому, понимаете. Вы пришли, вы будущий конкурент, они никому не выдадут лицензии, не позволят назвать напиток пивом, если в его составе, кроме воды, хмеля, солода и дрожжей, будут присутствовать посторонние продукты. Вот называйте как хотите, пивом назвать не имеете права. И вот из этого рассказа вы каждый для себя уже давно сделали практический вывод. В пиве не может быть тростникового сахара. Ну, не может. В пиве не может быть хлорида калия. В пиве не может быть диоксида углерода. В пиве не может быть формалина. В пиве не может быть Е216. Я еще минут 20 так могу говорить. Не может этого быть. В пиве только вода, хмель, солод и дрожжи. Все. Тогда это пиво. Все остальное это газированные напитки с некоторыми признаками пива. Как бы вам ни печально и обидно от этого не было. Кстати, я вот вам скажу, да, вам скажу, когда здесь были депутаты Государственной Думы,
Я говорю, мне очень хочется вам показать, что вы натворили. Обозвав в законе пиво алкогольным напитком, вы на долгие годы лишили граждан Российской Федерации надежды когда-нибудь на территории России увидеть пиво. Принятый вами закон позволяет сегодня каждому производителю честно и смело, глядя каждому в глаза, говорить примерно такой текст. Я не понял, вы что ко мне пристали? Что вам от меня надо? В законе четко и ясно сказано, пиво, алкогольный напиток. Я вам что дал? Я вам что дал? Рыбка вон там продается, и флаг вам в руки, все. Правильно? Правильно. Значит, как вы заметили, кроме знания о пиве, мы, конечно, собираем предметы, связанные с биографией пива. Не волнуйтесь, не переживайте, ничто не улизнет от вашего внимания. Но есть еще одна очень важная страница, очень важная для нашего музея. Я ее пропускать не буду ни в коем случае, поэтому прошу потерпеть меня еще совсем чуть-чуть, минутки 3, наверное. В пивоварении существуют различные технологии изготовления этого продукта. Я говорю не о рецептах, рецептов вообще десятки тысяч, я говорю о технологиях. Каждая из этих технологий на выходе выдает стопроцентное пиво, без всяких вариантов. Но одно будет отличаться от другого по вкусу, по внешнему виду и по внутреннему содержанию. Примерно с середины XIX века из всех этих технологий выработались два основные направления изготовления пива. Ни в коем случае не главные и ни в коем случае не единственные. Но эти два направления диктуют моду в большинстве стран мира. Это пиво верхового брожения и пиво низового брожения. Условно пивовары, все, что делается по технологии верхового брожения, называют словами элевый стиль. Ну, наверное, слово эль хоть раз так в жизни слышали. Все, что делается по технологии низового брожения, точно так же условно называют словами лагерный стиль. Сразу предупреждаю, зэки здесь совершенно ни при чем. Немецкое слово лагерь переводится как хранить, там, погреб и так далее. Почему эта страничка важна для нашего музея? В конце экскурсии каждому из вас я предложу попробовать наше музейное пиво. Мы его делаем. Мы его делаем в километрах 120 от Чебоксар в селе Комсомольском. Когда 5 лет назад все только начинали, мы абсолютно четко понимали, что задумываться нечего, у нас и выбора нет. Мы будем делать пиво верхового брожения. Если кто из вас в теме, конечно, может сейчас пофантазировать. Да, действительно, к элевому стилю относятся такие известные мировые бренды, как Портер, Стаут, ну вот тот же Гиннес, например. Это уже пиво верхового брожения и так далее, там много. Немецкий кёльш. И может возникнуть подозрение, конечно, что Чебоксарский музей решил к чужой славе примазаться. Так вот, я вам говорю, мотивация у нас была абсолютно другая. Дело в том, что почти все пиво домашнего изготовления, неважно, где это происходит, в Чувашии, на Кавказе, в Германии, домашнее и домашнее. Почти все пиво домашнего изготовления делается по технологии верхового брожения. Чувашия – страна высочайшей культуры домашнего пивоварения. Это наши корни. Мы не видели смысла, зачем от собственных корней отрываться. Хотя я вам признаюсь, как люди грамотные в этом деле, мы вполне отдавали себе отчет, что с коммерческой точки зрения выбирать в России для производства элевый стиль – это преступление против самого себя. Это преступление. Ведь по сегодняшний день нередко гости музея, попробовав наше пиво, они тут же меня и спрашивают: видите, ваше пиво такое недоделанное, вы что, специально тогда? Ну, я, конечно, всех успокаиваю, пейте, не бойтесь, ничего плохого с вами не произойдет. Пиво, безусловно, доделано. Вопрос совершенно другого, абсолютно другого. Почти весь российский рынок пива, эксперты называют цифру 98%, почти весь, основан на технологии низового брожения. Я ни в коем случае не собираюсь сравнивать одно с другим, даже не спрашивайте меня об этом. И то, и другое имеет право на существование без всяких вопросов. Вопрос совершенно в другом. Я утверждал, утверждаю и буду утверждать, российский любитель пива элементарно посажен на иглу одного единственного стиля. Ну, конечно, все, что находится за пределами этого стиля, россиянину непривычно, непонятно, чуждо ему. Ну, недоделанное что-то такое. А что недоделанное? Пиво верхового брожения пьет вся Великобритания.
Его пьет половина Германии, его пьет Голландия и Польша. Да, российский любитель пива не знает, что такое пиво верхового брожения. Но он ведь никогда не слышал и о пиве самопроизвольного брожения. А я вам скажу, это лучшее, что можно сделать. Из пророщенного зерна и процессов брожения, лучшее не в смысле там вкусовых каких-то, а в смысле вашего здоровья и долголетия. Это высший пилотаж. Где-то с год назад в Санкт-Петербург приехал ирландский пивовар. Привез несколько образцов ледового пива. Ну что, привез, слава богу. Шиш. Этот факт отразили все телевизионные каналы Российской Федерации. Ребят, вам не кажется, что точно так же радовались папуасы, когда им показывали консервную банку? Она блестит, гремит. Чудо-то какое. А чуда здесь нет. Это известно всему миру. Столетиями. Для чего я все это вам рассказал? Чтобы раздразнить? Нет, ничего подобного. Когда будете пробовать то, что я вам налью, нравится, не нравится, это совершенно ваше личное дело, и я вот не лезу. Совершенно. Мне было важно четко и ясно вам сказать, пиво доделанное. И намекнуть, оно просто другое. Только и всего. Больше теориями я вас не мучаю. Краткий обзор того, что вы здесь видите. С кружками нам очень повезло. В Германии, в городке Бад Шусенрид, проживают очень пожилые люди, им далеко за 80 уже, супруги Отто. Они всю жизнь собирают пивные кружки. И так погрузились в эту тему, что свой собственный двухэтажный дом, не коттедж, он полквартала занимает, отдали под музей. Так вот, лет 7 назад они создали небольшое производство, как я понимаю, некоммерческого характера. Во всяком случае, не для магазинов, не для розницы. Специально для коллекционеров всего мира они стали изготавливать точные копии кружечек 17-18 веков. Меня, как работника музея, ни на секунду не вгоняет в краску, что я перед вами хвастаю репликами, то есть копиями. Подлинные германские кружки даже позднего времени, 18 века, у коллекционеров, они просто бессовестно дороги. Речь идет о цене среднего европейского автомобиля. Беспредел полный. Пошел бы шеф навстречу, поставили бы сюда одну кружку, дальше что? А это нам позволяет дать перед вами более-менее широкую панораму того, что было 200-300 лет назад. А сейчас я вас познакомлю с экспонатом. Это одно из последних поступлений в наш музей. Он молодой, ему года еще нет. Вот это вот замечательная пивная кружечка. Это не муляж, это кружка. Вы можете снять крышку, налить туда, мы наливали воду. Она вмещает 8 литров. Кстати, нет среди вас экстремалов? За один прием. Жаль. Ладно, с другой стороны, за плечо бежать не надо. Значит, ряд стендов посвящен предметам, сопутствующим современному... А вы как хотели? А иначе ничего за плечом-то ходить. Не фокус нужен. Значит так, сопутствующим современному пиву. Вот слева от нас с вами стенд с подставками под пивные кружки. Его немецкое название тяжеловато немножко, бердекель, куда деваться. Дальше идет стенд с пробочками. Я хотел бы обратить ваше внимание, что ни в одном из этих вариантов мы не ставили перед собой задачу удивить вас количеством. Понимаете, вот те же пробок достаточно, чтобы всю эту стену оклеить. Музей перекосился дальше. Что. Единственное, что мы хотели, подбирая их, показать вам картину разнообразия подходов к решению одной и той же задачи в разных странах. Вот я маленьким примером обращу ваше внимание. Европейская традиция оформления бердекелей, подставки под пивные кружки, это геометрические фигуры. Видите, да? Это квадрат, ромб, овал, многоугольник. Это круг, в конце концов. А если взять, допустим, Австралию, подход совершенно другой. Австралия, Израиль, совершенно другие подходы. Вот это разнообразие мы хотели вам продемонстрировать. Несколько слов о пивной этикетке. Вообще, конечно, о пивной этикетке надо рассказывать часами. Она довольно поздно появилась, это конец 19 века. Вы знаете, такая шикарная биография. Пока к пиву относились как к пиву, не как к газировке с градусами, а как к пиву. Все делалось абсолютно по-взрослому. Я в качестве такого маленького примера приведу. В царской России над пивной этикеткой работает Бенуа, театральный художник. Работает Васнецов, младший, конечно. Работает Кустадиев.
Давайте попробуем сегодня пойти к Глазунову. Илья Сергеевич, мы тут пивка наварили. Нарисуй нам этикеточку. Он долго нас будет гнать по Москве. И слова такие произносить. Ну, что поделаешь. В рамках общей экскурсии я могу чего вам только сказать. Каждую единицу времени, вот сейчас, например, мы с вами разговариваем, в торговле всего мира присутствует около 20 тысяч наименований пива. Ну-ка, на секундочку, представь себе ужас дизайнера, которому заказчик говорит: слышь, родной, ты мне в таком формате обязательно сделай что-нибудь оригинальное, рубля не заплачу иначе. Да? Ужас. Вот для того, чтобы добиваться все-таки какой-то непохожести, какого-то отличия, какого-то, ну я не знаю, в оформлении пивной этикетки очень широко используются абсолютно посторонние темы. Это могут быть образы животных, это могут быть города, это могут быть, ой, шикарная серия есть женский образ пивной этикетки, великолепно. Я вас хочу познакомить с одним направлением в оформлении пивной этикетки. По совершенно непонятным для меня причинам в наши дни оно используется крайне редко. Возможно, вы вообще ни разу в жизни его не встречали. Хотя это традиционный метод оформления, он имеет очень глубокие корни. Это персональные пивные этикетки. В любом регионе найдется человек, который своей жизнью, поведением заслужил всеобщий почет и уважение, верно? И ничто не помешает пивоваренной компании в честь такого-то человека изготовить пиво с соответствующей этикеткой. Ну, например, безусловно, вот такой знаковой фигурой для Чуваш является, конечно же, третий космонавт планеты, уроженец этих мест, Андрей Николаев. Не могло такого быть, ну просто не могло такого случиться, что в честь такого-то человека да кто-нибудь не сделал бы пиво с соответствующей этикеткой. Конечно, это обязательно было сделано. В связи с этим маленькая иллюстрация из жизни нашего музея. Вот здесь музей на экскурсии находился действительно легендарный человек, 13-кратный чемпион мира по биатлону Александр Иванович Тихонов. Экскурсия заканчивается, он говорит: слушай, чуть не забыл. Я не помню, не то в Ижевске, не то в Самаре в мою честь делали пиво. А у вас музей? Ну давай я дома там поищу, посмотрю. Если найду, я вам обязательно пришлю. Вот вам я с удовольствием докладываю. Действительно человек чести. Ну, как бывает, уехал, глаз долой и сердце вон, да? Уехал, месяца два, он не только не забыл своего обещания, он ведь прислал нам целую посылку, в которой были и пиво, выпущенное в его честь, вот он перед вами, и пиво в честь создателя автомата Михаила Калашникова, и пиво в честь другого спортивного деятеля Леонида Тягачева. Вот есть такое направление в оформлении пивной этикетки. Два слова буквально о пивной бутылке 19 века. Вот еще раз я хочу повторить фразу: пока к пиву относились как к пиву, но так все по-взрослому было. В 19 веке каждый пивовар обязан был иметь личную персональную бутылку. Голых нулевых бутылок для пива не существовало. Для водки да, для вина да, для пива нет. То есть стекольный завод на самой бутылке отображал все выходные данные. Как называется предприятие, где находится. Очень часто кто хозяин этого предприятия, кто хозяин. Сегодня и полиция не всегда может ответить, да? Кто хозяин той или другой лавки. Значит, приглядитесь, пожалуйста, хорошо видно, но разглядите. На задней оборотной стороне бутылки имеется еще и вертикальная надпись. Видно вам, да? Там что-то стеклом написано, да? Вот я вам докладываю, вы мне поверите. Там написано: товар предъявлен в департамент промышленности. Это то, что мы с вами сегодня называем сертификатом. Только вы вдумайтесь, в этом варианте сертификат даже технически неотделим от товара. Ни единого шанса нет приобрести сертификат, например, в подземном переходе. Я с вами согласен, в таком виде бутылочка получалась дороговатой. Но при этом она, конечно, становилась почти гарантом того, что вы купили именно то, за что вы отдали свои деньги. Мне это нравится. Так, я на секундочку вас оставлю, очень быстро вернусь, а вы пока что-нибудь здесь все-таки посмотрите. Действие у Чуваш, ну обряд это называется, не обходилось без присутствия пива. Довольно-таки долго об этом стеснялись говорить вслух. По причинам вам, наверное, вполне понятно, да? Ну, все говорят, пиво алкогольный напиток, кому-то знать вам, все деревни, еще и темным лесом. Так вот, когда создавался этот музей, собственник специально нанял историков, этнографов,
отправил их в районы, в деревни, в архивы, к бабушкам, чтобы они собрали хотя бы сохранившиеся сведения о чувашских обрядах, связанных с пивом. Где-то примерно за год с этой работой не справились. В результате наш музей впервые вообще в чувашской истории открыто, публично показывает людям календарь чувашских пивных обрядов. Вот вы сейчас на себе-то почувствуете всю дурь, которая происходит у нас вокруг пива. Отношение российского гражданина к пиву воспитано Государственной Думой. Ну, приказано считать алкогольным напитком, да? В результате гость музея, глядя на то, как у чуваш год плотно расписан пивными, о, видите, да, да, слышь, чуваши вообще, весь год бухают. По 2 раза в месяц. Обидно, но потерпим. Значит, я вам скажу, пиво в каждой чувашской семье. Причем в таком количестве, чтобы хватило на всю семью для регулярного употребления. Я очень долго охотился за натуральной цифрой. Я позже объясню, почему эта цифра меня интересовала. Сколько в семье было пива? Ну, кто еще что-то найдет, да. Мне повезло. Одна очень пожилая женщина в одной деревне, в здравом уме, трезвая память такая бойкая. А она мне сообщила, что ее мама за один раз варила примерно 300 литров пива. Семья сложилась из 3 поколений. Это старики, это родители, это дети. Кстати, чуваш никогда не запрещал детям пить пиво, никогда. Из этого вы можете сделать очень простой логичный вывод. Никакого пивного алкоголизма в природе просто не существует. Ну, этой нации давным-давно бы не было. С детства до каждый день. Что говорить-то? Так вот, 11 человек. При условии сохранности пива в погребе где-то 30-35 суток у нас с вами получается, каждый член семьи в день имел примерно 1,5 литра. И я